В регионе реализуется всероссийский проект «Билет в будущее». Он стартовал в 2018 году по нацпроекту образования. В нем задействовано 130 школ республики с 6 по 11 классы. Это практические занятия по профориентации. Экскурсии, мастер-классы, пробы. В репортаже Муслима Ганиева. Попробовать себя в роли ведущего или оператора ТВ, сыграть на сцене как актер или создать свой первый проект ландшафтного дизайна. Путем проб школьникам из Ингушетии дают возможность понять, какую профессию выбрать в будущем, получить субъективный опыт в профессии и точно узнать, хочет он этим заниматься в дальнейшем или нет. Для этого в республике, как и по всей стране, реализуется проект «Билет в будущее». Системообразующая такая программа для общеобразовательных организаций, которые решают такую важную для всех задачу по определению, поиску новой или первой для себя профессии. Основной задачей этого проекта является познакомить школьников с разными вакансиями и площадками для обучения, для дальнейшего развития своего и дальнейшей работы. Ребятам предоставляются экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, когда они могут ощутить себя в той или иной профессии, и завершающие такие диагностики и завершающие рекомендации для каждого школьника индивидуально. Согласно проекту, дети проходят тестирование и диагностику, получают методические рекомендации в построении дальнейшей профессиональной траектории. Принять участие в проекте могут школьники с 6 по 11 классы. На сегодня активное участие в проекте принимают 130 школ региона. Партнерами выступают объекты промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и СМИ. Каждым годом у нас повышается количество и школ, участников, и детей. В этом году всего 10 тысяч школьников участвовали непосредственно в проекте «Билет в будущее», профориентационном проекте. В этом году мы планируем привлечь еще 6 тысяч участников в этот проект и провести около 3000 профессиональных проб, такие мероприятия, которые, скажем так, более существенно детям позволяют приблизиться к той или иной профессии, познакомиться с ней, может быть, когда-нибудь работать в этой сфере. Проект нацелен на практическую профориентацию, поэтому каждый зарегистрированный школьник проходит несколько этапов. Это выбор направления, онлайн-тестирование и групповые консультации с педагогом-навигатором, практические мероприятия. Федеральным оператором, фондом гуманитарных проектов создана сеть региональная партнеров, организаций, которые непосредственно в каждом регионе находят других организаций партнеров и, скажем так, помогают в реализации этого проекта. Второе – это уникальная платформа, которая, соответственно, объединяет в себя все такие, большую часть полезных и эффективных практик в сфере профориентации. Там очень много профориентационных теоретических материалов, очень много практических материалов. Билет в будущее реализуется в 25 регионах страны. Он стартовал в 2018 году по поручению президента России. Всероссийский проект входит в паспорт проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Уже 5-й год школьникам помогают найти свое призвание в жизни и не ошибиться с выбором будущей профессии. Муслим Ганиев, Али Язиков, Магаз 24.